Совсем недавно в сети интернет появилась информация о проведении торгов на право заключения договора аренды древнего храма Тхабайырды по инициативе территориального управления Росимущества Республики, в связи с чем ранее в адрес управления было направлено обращение от правительства региона о недопустимости передачи частным организациям и физическим лицам объектов культурного наследия Горной Ингушетии, учитывая их особый статус и значимость для ингушского народа. По поручению главы Республики Ингушетия этот вопрос изучила, и позиция однозначно такова, что ни один памятник, который расположен на территории Джараско-Асинского музея-заповедника, не может быть отдан в частные руки или либо в собственность, либо в аренду. И в этом отношении позиция принципиальная. И в данном случае, касаемо Тхабайырды, мы сегодня провели совещание в правительстве с приглашением представителей территориального управления Росимущества и разъяснили эту позицию. Данный факт не был согласован ни с руководством республики, ни с компетентными органами, скажем так, с управлением по охране памятников культуры, ни с правительством, еще раз повторюсь. И это односторонняя, так сказать, позиция территориального управления Росимущества. Более того, мы вынуждены заявить, что мы не согласны с этим, и мы поняли друг друга. У нас достигнута договоренность о том, что в ближайшее время, буквально я, наверное, уже сейчас смею заверить, что это уже произошло, сегодня этот лот будет отозван нашим территориальным управлением Росимущества. Также, по словам заместителя председателя правительства Марьям Амриевой, древнейший на территории Ингушетии, да и в целом в стране храм Тхабайырды власти региона планируют закрепить за Джараско-Асинским музеем-заповедником на праве безвозмездного пользования, но при одном условии. Все памятники, которые располагаются на территории Джараско-Асинского музея-заповедника, и будь то регионального значения или федерального значения, в данном случае федерального значения, должны юридически грамотно сопровождены необходимыми документами. Это непременное условие. Это есть сегодня проблема. И я думаю, что те памятники, которые являются в собственности Росимущества, они действительно примут все необходимые меры, чтобы каждый памятник был документально, грамотно, юридически оформлен. Это очень серьезный вопрос, потому что иначе мы будем сталкиваться с проблемой, да, будучи уже, так сказать, пользователями этих памятников, мы не сможем участвовать ни в программах государственных, не сможем никакие юридические действия совершать в плане того, чтобы сохранять эти памятники или их консервировать, реставрировать и так далее. Поэтому я рада, что мы достигли консенсуса, и думаю, что это будет первый и последний случай такого рода.